есть один ментальный аспект. Если ставить самоцель развития какой-то YouTube канала, это несложно. Достаточно критиковать, достаточно лазить в какие-то дрязги, какие-то межнациональные споры. Это сразу увеличивается посещаемость, интересы, комментарии. То есть я буквально проводил эксперименты, выпускал там передачу с критикой в адрес какого политика или что-то такое. Сразу это все воспринималось. Молодец, красавчик. Но когда мы начинаем говорить о пользе, которую мы смогли бы сделать для нашего народа, нашей республики, для нашего общества, это почему-то воспринимается достаточно холодно. Редкие люди говорят: да, молодцы, короче, правильно, вот никто не делает, а вы там пытаетесь, приятно, 5-10, ну не более. Как бы встречная инициатива очень слаба. Как бы с нашей стороны здесь нету какой-то личной заинтересованности. Я занимаюсь строительством в Петербурге. Работы хватает, времени на занятия вот этими вещами в интернете, социальные какие-то вещи мало. Но мы понимаем, что это необходимые вещи, и мне лично это интересно, и товарищам, которые со мной этими вещами обсуждают, занимаются, это тоже близко и интересно. Я понимаю, что очень большому количеству наших земляков, особенно которые живут на выезде, многие хотят поучаствовать в судьбе своего народа, многие хотят как-то помочь, но не все видят дорогу, не все видят, как это можно. Концепция инноваций горизонтальных связей, она в этом и заключается, в том, что не тратить время на критику, обсуждение, там, власти, оппозиции, те, все. Хотя, конечно, мы не можем абстрагироваться, есть какие-то несправедливые вещи, мы на них тоже иногда реагируем, но наша цель – это работа в первую очередь над своим мышлением, попытки реформировать свое восприятие, пытаться перейти от обсуждения того, что делают другие, наши соседи слева или справа, власть, перейти к формату обсуждения, что мы вместе с вами могли бы сделать. Ведь по большому счету, если бы вот всех их там собрать и всех чиновников отправить на Северный полюс, ну, допустим, у нас есть такая возможность. И что бы мы смогли бы сделать по-новому? Если честно ответить себе на этот вопрос, у нас же на самом деле нету никаких опробованных каких-то моделей. Нам по большому счету, своему обществу, нечего предложить, ничего нового. Нету никаких гарантий того, что, став на какую-то должность, сегодняшний там какой-то патриот, какой-то человек, заботится о своем народе, не станет таким же коррупционером там и не станет смотреть на свой народ как-то свысока, как мы это видим, делают наши сегодняшние современные чиновники зачастую. Поэтому призыв к тому, что попытаться сделать то, что мы можем сделать, попытаться создавать модели, в рамках которой мы могли бы делать что-то полезное для своего народа. Я говорю о ингушском народе в первую очередь, потому что мы ингуши.